Добрый вечер! С вами реалити-шоу «Топ-модель» по-удмуртски. Сегодня участницам предстоит последний отборочный тур перед финалом проекта. За эти 2 месяца девушки прошли серьезную подготовку и проверку на прочность. Все наши участницы сдружились, и сейчас они искренне поддерживают друг друга. Поддерживают участниц и наши партнеры, которые работали с девушками все это время. Инструкторы фитнес-клуба «Пушка» занимались с девушками на протяжении всего проекта. Массажный салон «Мечта Бьюти» предоставил всем участницам сертификаты на любые процедуры и массаж. А в салоне красоты «Коса» девушкам сделали диагностику волос, рассказали об уходе за волосами и научили делать красивые и легкие укладки. Современные методы восстановления поврежденных волос, бережное окрашивание, тонирование, все виды стрижек и разнообразные варианты причесок, маникюр, педикюр, макияж и шугаринг – все, что необходимо девушке для создания неповторимого и яркого образа. Салон красоты «Коса» – это многолетний опыт и экспертное отношение к вашим волосам. Волос выпал и не растет, через 3 года луковица атрофируется. Ну, давай смотреть, что у нас здесь, да? Ну, у нас хороший рост, ты видишь, да? 2-3 штучки из одного места растут, это замечательно, это хороший показатель. Относительно, если ты мыла 3 дня назад, это хороший волос. Когда мыла голову? Вчера вечером, значит, точно так же усиливаем мытье, улучшаем, видишь? Рост хороший, но они загрязнены. Ну вот здесь вот луковица хорошая, видишь? Вот это хорошая, вот это показатель хороший, а вот здесь он по длине юбочка поднялась. Вот это показатель для 3 дней. Вот твоя картина, она нормальная, но это если бы ты мыла позавчера. Вот это было бы хорошо. Промываем, когда ты моешь, прямо вот сдвигаем, промываем. Здесь нехватка увлажнения. Чуть потянули не так. Температуру увеличили, происходит взрыв волоса, он плавится и начинает расходиться. Вот как если мы посмотрим нейлоновые нитки, да, там обрежешь, и оно так начинается бахромиться. Вот здесь та же самая история. Волос начинает бахромиться. В первую очередь нам нужна термозащита. На конце я наношу пару капель масла, чтобы концы были более гладкими и для того, чтобы дополнительно защитить их от температуры. Девочки, когда вы крутите плойкой, главное условие, вы не работаете с концов, не концы крутим. Здесь они и так тонкие и поврежденные. Мы начинаем работать от корней. Мы работаем с корнями, потому что здесь волос более плотный. Покажи, как ты это делаешь вот в этой части. Вы дома работаете, берете плойку, да, взяли прядь и прямо вот накручиваете, раскрыли, накручиваете, не разжимая пальцы. Вы сегодня будете делать это движение. Вам достаточно будет сделать только у лица. Если это на затылке, то вот так. С одной и с другой стороны. Поэтому Влад в самом начале сказал, что лучше конусная плойка. Там не надо ни закреплять, ни зажимать. Она позволяет очень быстро за 5 прядей с одной стороны, 5 прядей с другой стороны иметь динамичные, красивые волнистые волосы.
если мы посмотрим на состояние кожи головы, самое главное, вы должны промывать правильно. Это берете небольшое количество с рублевую монетку шампунь, растираете в ладошки, вот сюда распределили и начинаете массировать кожу головы. Прямо надавливаем, вот знаете, вот давление идет очень интенсивное. Не поглаживаем, не вот так моем голову, а моем кончиками пальцев. Таким образом, один раз вы намыливаете, у вас пены ноль, пены не будет. Потом вы берете второй раз, примерно 50-копеечную монету и, распределив, начинаете намыливать. У вас будет огромное количество пены. Вы тщательно смываете шампунь водой, чтобы не было ничего, не осталось, минут 5 прямо смываете. Потом берете полотенце и отжимаете. Все волосы отжимаете полотенцем, даже такие короткие. Понимаете, о кончиках нужно думать, когда они еще на корнях. Вот когда на корнях эти же корни когда-нибудь станут кончиками ведь, вот нужно думать о них уже здесь. Отжимая полотенцем, вы убираете излишнюю влагу, и таким образом кондиционер будет притягиваться к волосам, а не отталкиваться. Если волосы влажные, кондиционер отталкивается, его эффективность 10%, только закрывает чешуйки. Представьте, сколько кондиционера вы вылили в раковину. У каждого своя индивидуальность. Но я как профессионал, который уже 25 лет работает с волосами, хочу особо отметить. Что же мы видим? Мы видим, что постоянные тренировки, постоянный стресс приводит к тому, что волосы начинают выпадать, волосы тускнеют, волосы становятся более ломкими и сухими. И самое главное, все то, что предоставляет индустрия красоты, в ней очень трудно разобраться. А что же истинно является полезным для волос, а что является вредным для волос? Сегодня каждая участница получила от нас индивидуальный коктейль домашнего восстановления в подарок. Он подбирался после диагностики с помощью трихоскопа, который демонстрировал степень повреждения волос, как правильно они дома моют голову. Мы научили их, как же правильно мыть голову, куда наносить продукты и как их выбирать. Наша команда специализируется на том, как отрастить красивые здоровые волосы. Практически в нашей команде работают 4 технолога, 1 модельер, и лишь 1 участник команды не является победителем конкурсов. Все остальные прошли конкурсные отборы в республике, в городе, в Поволжском округе, заняли призовые места. И сегодня они трудятся для вас, для вашей красоты. Вместе с экспертами по красоте с участницами также работали хореографы и постановщики. Максим Вежеев, известный вежевский преподаватель в стиле вок, провел для девушек мастер-класс по одному из самых необычных танцевальных направлений. Вок – это стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Отличается быстрым движением рук, манерной походкой и эмоциональным позированием. Назад, спину тянем, смотрите прогиб, что плечи чуть-чуть назад уводите, руки назад, прямые. Руки прямые, поймали, сейчас тянем назад, что руки прямые, вот такой же взгляд, красивый. Голову не опускайте, ясно, держите поворот.
есть открытая, да, вот в запястье, наверх. Потом вниз, закрытая позиция. Вверх закрытая и низ открытая. В 4 стандартных позициях. Тянем от начала большого пальца. И вот внутрь. Но главное вот так вот не давим, да, пока там не хрустнет. А вот тихонечко, тихонечко. Да. Поехали все вместе. Всем привет, меня зовут Максим Вижев, я привез вок-культуру в Ижевск, вок-дэнс. Сегодня мы с девушками проходили Runway Европа и основные проходки. Позировки, как их соединять, как они работают, как их использовать на фотосессиях, на подиумах и так далее. Вкратце рассказывал эту историю. Хочется сказать, что девушки молодцы, но чуть-чуть, может быть, конечно, были уставшие, я не знаю, но чувствуется, что не в полную силу делали. Но они молодцы, они стараются, и самое интересное, что они слушали. Вот и наступил день последнего отборочного тура проекта «Топ-модель» по-удмуртски. Впереди только финал, в который попадут лишь 10 участниц. Голосовать за девушек, как всегда, будут наши эксперты и члены жюри. Марина Дегтярева, режиссер проекта, директор модельного агентства MD Model Management. Полина Тенсина, международная модель агентства MD Model Management, суперфиналистка конкурса «Мисс Россия 2016». Ольга Курбатова, фотограф, артистка театра и кино, выпускница школы модели Вячеслава Зайцева, педагог и постановщик дефиле. Мария Юркина, популярный стилист, блогер и эксперт по красоте. Сергей Буторин, общественный и политический деятель, директор парка в Ижевском. Дина Беккер, известный визажист, основатель студии Beauty Guru, бьюти-эксперт у Александра Рогова в передаче «Рогов. Студия 24». Альфред Зинатуллин, продюсер проекта, основатель телерадиокомпании CTC Ижевск. На заключительном отборочном туре девушкам было дано задание продумать и отработать мужской образ в дефиле и позировании, а также одно из самых сложных заданий для моделей – пройти пробы на участие в рекламных роликах для наших партнеров – массажного салона «Мечта Бьюти», салона красоты «Коса» и мебельного салона «Милада». Da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you, papà l'americano.
Спина прям раскалывается. Позвоню-ка своей подруге, узнаю, какой салон самый лучший. Алло, Энджи, посоветуй мне самый лучший массажный салон. Как еще раз? Мечта Бьюти? Ну ладно, схожу, проверю, как там у них. Какое блаженство! Я после салона такая обновленная. Чудо. Алло, Ром. Да, я походила по магазинам, я потратила просто все наши деньги. Но я думаю, это не страшно. А еще у меня, как всегда, начала болеть очень сильно поясница. Ну, ты помнишь мою проблему? Да. Вот, я очень хочу, чтобы ты мне нашел какой-нибудь хороший салон. Прямо хороший, потому что во всех салонах Ижевска я уже была, практически во всех. Вот и наступил конец недели. Спина так болит, мне кажется, на следующий день я уже не встану. Наконец-то выходные. Мне срочно нужно в салон «Мечта Бьюти». Он поможет мне вернуть мою свежесть и уверенность. Ну все, мне прекрасно. Я счастлива чувствовать эту легкость после массажного салона «Мечта Бьюти». Как хорошо, замечательно. Замечательно. Приходите в «Мечту Бьюти». Совсем недавно я решила сменить имидж. Я настолько загорелась этой идеей, что пошла в первый попавшийся салон, и получилось вот это. Я уже хотела с горя сбривать волосы напрочь, но тут моя подруга мне сказала, что есть чудесный салон, коса, которые исправили это положение. Итак, я вам скажу, что настоящие профессионалы могут не только подчеркнуть вашу красоту, но и исправить ваши недостатки и увидеть то, что вы сами не видите. Я забыла про волосы. Боже, что у меня на голове? Какой ужас. Может, хотя бы штучка помочь? Она закончилась. Как я выйду на фотосессию? Ваши волосы потеряли объем, стали тусклыми, а от секущихся кончиков нет отбоя. Приходите в салон красоты «Коса». Наши специалисты помогут вам, и вы заметите преображение уже после первого сеанса. А если хотите сменить имидж, мастера салона «Коса» помогут вам в этом. Как же я уже устала с этим ремонтом. Нигде ни мебели нормальной нет, ни декора. Где же эти нормальный диван в гостиную? Все уже обходила салон. Все не то, все не так. Да, вот недавно кухонный гарнитур поставили. Да, тот самый, про который я тебе говорила. Нежная ткань. А что, уснула? Прошел весь обед. Это лучший диван. Так быстро я еще никогда не засыпала. Тебе снова приснился сон, где ты сидишь за рабочим столом, а рядом фасадом стоит шифоньер, и зеркало в нем отражает твой свет. Диван, где ты можешь присесть, помечтать, и стул, чтобы удобнее было читать. Это все ты найдешь только в Милады. Будь стильным, красивым, с магазином мебели Милады. По мнению жюри, мало кто из девушек справился с последним заданием. Большинство меня не поняло. Во-первых, мы не пользуемся атрибутами. Вы каждая вторая, если не сказать первая, выходили с телефоном. А задание было не использовать. Вы должны либо изображать этот телефон, то есть вы не должны пользоваться все виртуальное какое-то. И мебель, и массаж, и телефон. То есть вы должны показывать какое-то свое актерское. Гораздо проще взять реальный телефон и поговорить с кем-то по телефону. Это не пробы на ролик, вас не возьмут. Это даже не пробы на роликом сотовой связи. Это совершенно непонятно, что вы хотели показать. Просто проговорили что-то по телефону, поговорили. Совершенно не в тему. У большинства было.
Потом не прослеживалась логическая цепочка, что сначала нас что-то беспокоит, нам от чего-то плохо, негативные какие-то эмоции, затем мы получаем что-то, и потом нам от этого хорошо. Это вот во всех рекламах можно проследить. У кого-то, вот у Алины я запомнила, у нее все было плохо. Даже позитивные эмоции сработало на негативе. Ну, вот не было радости у тебя, все хорошо мне. Вот это вот прям бросилось в глаза. У кого-то, наоборот, не было концовки, было только начало. То есть, девочки, здесь, конечно, ни одна из вас не возьмет роль. С париком смешно, но не сработает. Переигрываешь, да, во многих случаях. Не используем, в общем, никаких дополнительных атрибутов, надо только себя. Вы должны показать только себя. Ну, девчонки, что я хочу вам сказать по поводу, как человек профессиональный, да, по актерскому мастерству, по второму конкурсу, ну, я в ужасе. Почему? Не потому, что плохо, а потому, что нет логики. То есть во всем должна быть логика. И еще, девчонки, я вам могу сказать, что актерское мастерство и КВН – это все супер, но это две разные дороги. И если вы обложились пакетами, дискетами, нарядились, это не значит, что вы актеры. Да? Это КВН. Понятно, да? То есть не обязательно иметь очень-очень много макияжа на себе, париков, каких-то мелочей, чтобы сделать номер. Ну, да, этюд, сценку, неважно, спектакль. Можно поставить один стул, быть в одном костюме и при этом примерять разные роли. Это внутрянка. По сценариям везде должна быть логика на будущее, да, и любой текст надо делать логичным, даже самый безумный текст. Почему он становится нашим? Потому что мы его принимаем, и он логичный для нас, как для персонажей, понятно? То есть мы всегда работаем, актерское мастерство – это здесь и сейчас, это я в предлагаемых обстоятельствах. Какими безумными бы не были, это вот, я сейчас говорю, допустим, о ярком персонаже, это Александр Гудков, да? Он говорит бред, но его приятно смотреть. Да? Реклама цепляет, потому что он в нее верит. Вы же не верили, ни капли, никто. Для меня вот, по нолям. Второй этап, это, конечно, я вообще упущу некоторые моменты. Актерское мастерство далеко не у каждой конек. Я бы сказала, у каждой второй. Мы вообще не поняли, почему телефон и спина это были основные сопутствующие, которые... Боль каждого, да, просто была. На итоговом голосовании каждый член жюри должен выбрать своих претенденток на финал. Чем дальше, тем сложнее нам расставаться с участницами. Хочется сказать, что было очень серьезное испытание, действительно, очень сложные конкурсы. Чувствуется, что девочкам не хватило знаний и умения по рекламе. Но я думаю, что есть яркие таланты, которых мы сейчас отметим. И мы должны выбрать сейчас 8 кандидаток. Да? Это Тарасова Варвара, Алексеева Рада, Миронова Наталья, Кадамцева Анастасия, мне тоже понравилась, кстати. Молодец она была. Богданова Анастасия, Кузнецова Софья, Мамаева Валерия, тогда. Перевозчикова Арина и Старицына Валерия. Мой выбор номер 2 Зельда, 10 номер Софья, 13 номер Богданова Анастасия, 19 номер Валерия, 23 номер Рада, 24 Ирина, Варвара и 32 номер Алина.
Спасибо всем вам. Я могу судить сейчас только по дефиле, по артистизму это буквально у единиц. И так как у нас уже близко к финалу, да, надо понимать, что моделинг, международный моделинг, он все равно предполагает возрастной ценз. Поэтому отчасти я еще буду основываться на этом, а не только на своей симпатии. И буду лаконична в номерах. Это номер 15, номер 10, 23, 30, 13, 14, 33, 24, 32. Актерская я не могу судить. Я сужу по первому, да, буду этапу судить. Софья, могу смотреть на тебя бесконечно. Варвара, тебе безумно идет синий цвет. И простота и крой линий вообще просто божественно. Зельда. Тебе не очень идет мужской стиль, но твоя внутренняя харизма, она все-таки сделала свое дело, и я тебя выбираю. Ну, Рада, конечно же, тоже, безусловно. Ты, наверное, единственная с актерским мастерством, которую мы ждали и которая, в принципе, выстрелила. Молодец. Бахарева Алина. Настя Баданова. Вот Валерия Мамаева. Тебе безумно идет мужской стиль, просто вот это вот грань женственности и мужского очень красиво. Наталья Миронова тогда еще. По дефиле мне очень понравилась в этот раз Зельда. Прямо и вот этот тренд на унисекс, это прям круто. То есть я реально увидела мужчину. Кузнецова Софья. От тебя требуется больше, потому что ты идешь в верном направлении. Поэтому всегда на 30 шагов вперед. Рада. Убирай вот этот вот. А здравствуйте! Это меня просто подколбашивает. Как бы для меня это, народный театр в плохом смысле этого слова. Это низкопробно. Понятно? Лично для меня это мое мнение. 13-й номер. Для меня раскрылась, молодец, в рекламе мимо, но да, вот как был образ у тебя мужской, вот туда же дальше иди, раздвигай ты свои рамки. Очень хорошая фактура модельная, дальше давай ломай себя в этом плане. 30-й номер мне очень понравилось, я поверила, то есть реально, когда мы с вами сегодня разговаривали, то есть я чувствовала вот эту вот походку внутрянка мужская, да? Ты не мужчина, мы понимаем, мы же не сумасшедшие, мы же видим, что ты женщина. Но при этом то, как ты ставила ноги, я понимала, что это мужской шаг. Это немножко другая физика, но она от кишков идет, да? Так, есть 33-й номер. Молодец. Ты продолжаешь идти и еще больше, еще огня, жизни и всего остального. И 32-й номер. Работай ярче, хочется ярче. Все туда, ярче, девчонки, ярче. Я здесь выбираю, наверное, тех, кто, как-то, может быть, выделились, так скажем. И это Баданова Анастасия, Алексеева Рада, Тарасова Варвара. Дальше уже выбираю по тому, насколько удалось вжиться в образ первого испытания, мужской образ. Это Зельда, Кузнецова Софья, Миронова Наталья, Бахарева Алина и Шаркина Алина. Моя восьмерка — это Зельда,
Софья Кузнецова, 10 номер. Баданова Настя, номер 13. Миронова Наталья, номер 15. Алексеева Рада, номер 23. Бахарева Алина, номер 24. Тарасова Варвара, номер 30. Шаркина Алина, номер 32. И Мамаева Валерия, номер 33. Девочки, выйдите в первую линию, кого сейчас буду называть. Номер 10 Софья. Номер 13 Настя. Миронова, номер 15. Рада, 23. И 30 Варвара. Вы попадаете в финал. Теперь, пожалуйста, второй линии встаньте. Номер 2, номер 24, 32, 33. И получается, что нам нужно 3 из них. У них всех по 5 баллов. И каким образом нам сейчас выбрать 3? За номер 2 поднимите руки, кто считает, что финал проходит 1, 2, 3, 4, 5. Номер 24. Номер 32. 1, 33. 1, 2, 3. 3. 32 номер набирает меньше всего голосов. Тогда у нас остаются номер 2, 24, 33. Сделайте тоже шаг. Вы также попадаете в финал, девочки, поздравляю. Сейчас у нас остается 4. Эксперты могут спасти одну из участниц. Ну что, с большим отрывом, с голосованием жюри у нас проходит номер 32 Шаркин. Хочу сказать спасибо девочкам за поддержку, спасибо членам жюри тоже за поддержку и за веру, то, что мне дают шанс как-то себя еще проявить, показать. И вот скоро уже финал, настрой боевой, приму все к сведению, буду двигаться. Что ж, девчонки, по правилам проекта это неизбежно, и я думаю, что нужно из всего извлекать какой-то опыт. Вообще, я в подобное реалити хотела попасть очень давно, поэтому, когда увидела объявление в Инстаграме, я просто без раздумий подала заявку. Я попала на кастинг, где было очень много красивых девочек, по-моему, больше 100 человек. Я прошла кастинг, я прошла 4 отбора, и вот он, финал, то есть ухожу перед финалом, это, я считаю, очень прекрасный результат. Хочу большое спасибо сказать организаторам, экспертам, жюри за то, что взялись за такой масштабный проект. Это действительно что-то новое для нашей Удмуртии. Я очень надеюсь, что в дальнейших сезонах проект будет только совершенствоваться и совершенствоваться, и с нас возьмут пример другие регионы нашей России. Я, наверное, не буду ничего комментировать. Просто спасибо, что поучаствовала так. Ну давай, не плачь, потому что ты получила бесценный опыт, и оказаться уже в таком проекте и дойти практически до финала, это действительно уже большая победа. За тебя все, смотри, болеют, тебя поддерживают, ты молодец. Но это наоборот классно, это настоящие эмоции. На самом деле я очень горжусь, что дошла почти до конца. Для меня это потому что новая сфера. Я была тут вообще новенькая. Ну, девочкам хочу сказать большое спасибо всем. Всем удачи! Девчонки, и вы о нас еще услышите! Финалистки определены. Бесспорно, все они станут профессиональными и востребованными моделями. Но впереди нас ждет финал проекта, и мы узнаем имена девушек, которые первыми получат контракты с международными крупнейшими модельными агентствами России. Смотрите нас на канале CTC Ижевск и в группах проекта ТОП-модель _Удмуртия.